В 2011 году было принято решение о передаче нам той техники, которая находилась на балансе МОП-полигона, значит, передачу в управление жилищно-коммунальным хозяйством. И нам передали, значит, 3 единицы всего. Это один старый КАМАЗ, и 2 грейдера старые, который был, один единственный грейдер был на ходу, а одного была просто рама. Значит, за 4 года, я считаю, это серьезные были покупки, благодаря нашему главе администрации Сулейману Халид Хамзовичу. На сегодня у нас снегоуборочной техники стало 15. Я считаю, что это очень серьезная цифра для нашего города, хотя, конечно же, она не хватает. Хотел бы пояснить, как построена вообще работа, и причем не только в нашем городе, но и на территории всей Российской Федерации. Почему? Потому что нас жестко регламентирует постановление правительства Российской Федерации, подписано нашим премьер-министром Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Точно такое же постановление практически дублируется нашим главой республики Хамитом Рустемом Закиевичем. И там очень четко говорится о том, как мы должны действовать в случае снегопада, обильного снегопада, да и вообще снегопада. В первую очередь очищается первый пункт, это федеральные дороги. Но федеральных дорог в городе Сибай рядом с нашим городом их нет. Значит, второе, это республиканские дороги. У нас одна из них существует. Это Магнитогорск-Ира, которая проходит практически в принципе по нашему городу. И из нашего города еще плюсом вообще 4 выезда. Это в сторону Баймакского района, в сторону Хайбулинского района, в сторону Абзелиловского района и в сторону Челябинской области, это Кизильского района. Соответственно, в первую очередь мы должны очищать эти направления, связанные с тем, что, значит, весь транзитный транспорт, который проходит через нас, а у нас, согласитесь, наш город является форпостом юга нашей республики, и очень насыщенно через нас проходит автотранспорт. Соответственно, мы их должны держать открытыми. Третий пункт, вернее, там написано, что автобусные маршруты. Почему автобусные маршруты? Это связано с тем, что в случае все-таки сильного снега все жители города, имеющие автотранспорт, не имеющие, могут в любой момент попасть туда, куда им надо. И только после этого мы должны заходить в микрорайоны и поселки и чистить второстепенные улицы. Вы знаете, конечно же, это не совсем кому-то нравится, но работая здесь, мы прекрасно понимаем, что мы должны думать, на сегодня город составляет 65 тысяч населения, мы должны думать о основном, значит, чистить основные дороги, потому что это являются основные наши трассы, как Ленина, Горняков, Чайковского, Закиева-Лиди. Но я думаю, наверное, все жители прекрасно понимают, что если бы мы бросили все силы, допустим, в микрорайоны и поселки, откуда как раз конкретно жалобы в основном и поступают, именно с окраинных улиц, значит, я думаю, что нас бы горожане не поняли, что если мы микрорайоны в первую очередь начали чистить, и не чистили бы основные улицы нашего города. Добавился к нам поселок Северный. Там на сегодня в этом поселке, значит, живут всего 8 семей. Но мы в этом году вынуждены практически еженедельно держать там 2 единицы техники при снегопаде. Люди возмущаются и говорят нам: вы почему, причем звонят, приходят, почему вы на Северный отправляете, вот на Северном чистят, почему вы отправляете туда в первую очередь, почему только из-за 8 семей? Но я могу вам пояснить, что, во-первых, там живут малолетние дети, во-вторых, есть пожилые люди. В этом микрорайоне нету на сегодня ни магазина, значит, ни воды практически. И на сегодня инфраструктура практически, но люди живут. И это наша обязанность помогать им все-таки выбраться. Никогда за эту зиму не было моментов, чтобы автобусные маршруты у нас были парализованы. Почему? Потому что я приведу пример, вообще количество техники, которое у нас на сегодня есть, это имеется в виду снегоуборочной техники. Это 3 грейдера, значит, 5 МТЗ, 2 КАМАЗа, 1 ЗИЛ, 1 погрузчик, 1 мини-трактор, 1 ДТ и 1 МТЗ, он ротор, который в принципе выбрасывает снег, и жители могли убедиться в его работе. Многие говорят, что не многие, а есть люди, которые говорят: мы не видим эту технику вашу, хваленую, где она находится, где она работает. Мы для удобства жителей города и для нашего удобства мы работаем в основном ночью. Вся наша техника. Это связано с тем, что днем практически у нас работать не получается.
Мы единственное занимаемся днем только уборкой снега. Ночью, когда город спит, мы все выходим в город и микрорайоны и поселки. Для того, чтобы жителям стало ясно, мы ВКонтакте открыли свою страницу, значит, СИБА «Открытый диалог». И начали, это было в конце января, начали общаться с жителями города напрямую. Проблемные перекрестки из-за больших сугробов, не видно ни машин, ни пешеходов. Например, на перекрестке Закиева-Лиди, Чайковского, Островского, Горняков, Мирная, Заречная. Напротив торгового центра «Адель» и других. Как решается эта проблема? Да, эта проблема существует, но, к сожалению, могу констатировать тот момент, что не хватает нам техники для вывоза снега с территории города. У нас на сегодня 2 КАМАЗа, которые должны и расчищать, значит, дороги, и вывозить. Мы единственное, значит, там, где достаточно, я считаю, достаточно у нас плотный контакт с руководством ГИБДД, значит, который достаточно оперативно нам рекомендуют, где-то дают предписания, где мы должны в срочном порядке убрать. У нас это, в принципе, расписывается по графику, но не бывает у нас дня, чтобы мы не расчищали те проблемные моменты, которые на сегодня они есть. Они существуют, мы их очищаем, но, к сожалению, вот видите, тот факт, когда снегопад, снег достаточно активно идет, но не успеваем мы просто делать. 35 дворников, которые у нас на сегодня есть по штатному расписанию, достаточно, я считаю, неплохо работают, но, причем работает это очень тяжелый труд, я думаю, горожане в этом убедились. Предлагаю, значит, к нам в контактную группу зайти, мы каждый день, подчеркиваю, отчитываемся там, где мы работаем. Любой житель нашего города не только может зайти, задать вопрос, прочитать там, где мы работали, какая техника работала, какая у нас, допустим, сломанная и почему она не вышла. Ну, абсолютно пишется. Причем, судя по количеству людей, которые у нас в группе регистрируются, я считаю, что мы на правильном пути.